Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Традиционно выпуск мы начинаем с самых значимых событий в истории столетней ТАССР. В этот день, в 1926 году, на 6-м заседании Советов татарской автономии был одобрен первичный проект Конституции Татарской Республики. 13 июня 1986 года в Институте языка, литературы и искусства Академии наук прошла всесоюзная научная конференция, посвященная столетию Габдуллы Тукая. А уже в новом тысячелетии, 13 июня 2002 года, делегация Татарстана во главе с Ментимиром Шаймиевым прибыла в Уфу для участия во втором Всемирном Курултае Башкир. А теперь возвращаемся в день сегодняшний. Ночное ЧП. А чей сотрудник? Чей сотрудник? В Казани случился пожар на газовой станции. Есть погибшие. О деталях с места событий. Рамиль Шайдуллин. Когда нарушители ловят не только на дорогах, но и на воде. Чтобы не успеете их надеть. Второй вопрос. Мы спасаем каждый год по 100 человек, которые не успевают одеть. Кому сегодня сотрудники ГИМС посоветовали сворачивать удочки, знает Сергей Хайдаров. Изголодались по ресторанам. Конечно, мы рады. Но что долго ждали, это, знаете, в наших условиях не совсем правильное определение. Субботний ажиотаж или полная посадка после самоизоляции. По заведениям Казани прошлась Зарина Ахметова. Летние лагеря закрыты, а дороги открыты. Я еще на такой машине никогда не каталась. Вместе с маленькими участниками благотворительного забега с ветром перемен прокатилась Юлия Муратова. Больше 15 часов тушили в Казани крупный пожар на газохранилище. От взрыва пострадали люди. Из-под завалов извлекли троих. Один человек погиб. Спасатели опасались, что огонь перекинется на остальные цистерны с газом. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, что послужило причиной взрыва и привело к человеческим жертвам. Ответы на месте происшествия искал Рамиль Шайдуллин. 50-метровый столб огня, громкие хлопки и жар, стоящий в промзоне северо-запада Казани. Очевидцы слышали даже шум выделяемого газа. На распределительную станцию экстренно прибывают спасатели и пожарные. Сообщение о пожаре поступило в 21 час 56 минут. Факельное горение второго резервуара в группе ближайшей к входу на пусковую базу. Это максимально близкая точка от пожара, куда можно добраться даже журналистам. Остальная территория оцеплена. На месте работает полиция, спасатели, дежурит скорая помощь. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас идет локализация пожара. И как минимум такая ситуация будет до самого утра. Как выяснится позже, горел один из резервуаров компании «Газпром» сжиженный газ. Перекинься пламя на соседние цистерны, и последствия могли быть еще трагичнее, ведь на месте выяснится, что уже есть жертвы. 12 июня в результате хлопка, произошедшего на газовой станции в Московском районе города Казани, погиб рабочий. Еще двое с различными травмами госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Двоих пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение РКБ. В настоящее время двое пациентов находятся на стационарном лечении в буферной зоне РКБ. Получают инфузионную противошоковую терапию, местное лечение лечебными покрытиями. Состояние стабильное, без ухудшения. А чей сотрудник? Чей сотрудник? Выяснилось, что пострадавших и погибшего извлекли из-под завалов здания операторной. По данным спасателей, взрыв прогремел именно там. Затем загорелся резервуар. Именно его пламя и было видно по всему городу. Всю ночь кадры с пожаром публиковали в соцсетях. На 7 утра, сообщили в МЧС, еще была угроза перекидывания пламени на соседние резервуары. Пожарные развернули 4 лафетных ствола, чтобы постоянно охлаждать как горящую, так и соседние цистерны. Для тушения пришлось привлечь даже пожарный поезд. В целом работали 200 человек и 58 машин. В ходе тушения пожара было установлено, что нарушилась герметичность запорной арматуры первого резервуара в этой группе.
и имеет горение 2 манометрических сборок еще на 2 резервуарах. Знали ли на базе об имеющихся неисправностях? С этим вопросом мы обратились к руководству компании. Ближайшее освидетельствование емкости должно было состояться в июле текущего года. Обследование проводится 1 раз в 5 лет. По их словам, первое возгорание произошло при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Прокуратура Московского района города Казани по поручению прокурора Республики Татарстан проводит проверку по факту взрыва на Казанском газохранилище. Как сообщают спасатели, пожар локализовали в первой половине дня. К этому времени на участке локально уже был введен режим ЧС. На место выехала передвижная лаборатория экологов. Отобранные пробы не показали превышения вредных веществ. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И как сообщили в МЧС, к 16:00 пожар был полностью ликвидирован. К другим темам. Рыбаки без спасательных жилетов, маломерные суда без техосмотров. Если на дорогах нарушителей ловят автоинспекторы, то на воде безопасность контролируют сотрудники ГИМС. Сегодня с самого утра они патрулировали акваторию Казанки. Кому пришлось свернуть удочки, увидел Сергей Хайдаров. Как ГИБДД мы ловим, кто нарушает законы, да, и второе, как в МЧС спасаем людей. Такие люди 2 в 1 называются сотрудники ГИМС. Они сами сравнивают себя с автоинспекторами, только патрулируют на воде. Передвигаетесь на моторном судне без документов и техосмотра, значит, вы их клиент. У них основные нарушения, перегруз бывает летом, что на дачу едут и берут по своей сердобольности очень много людей. И частенько переворачиваются. А еще часто находятся в судне без спасательного жилета. Это все равно, что за рулем не пристегнуть ремень. Кстати, пьяных в последнее время ловить стали реже. Лишают прав, всех прав, автомобильных, какие есть, вот всех. То есть судом, как да, решением суда лишают всех прав. Вот единственное, люди начали додумываться. Жилета надевает, снимаешь, да? Сидел без жилета, сейчас надевает. Увидеть утром в субботу инспекторов рыбаки на лодках не ожидали. Торопливо натягивают жилеты, достают из карманов маски. В принципе, маски у нас есть. Оденьте, пожалуйста. Эти рыбаки отделались предупреждением. Двигаемся по Казанке дальше. С погодой сегодня повезло. Она идеальная для водной прогулки. Но отвлекаться не стоит. Безопасность превыше всего. Тем более прямо по курсу человек в лодке, жилета на нем не видно. Если жилета нет, тогда прошу на берег. В итоге рыбаку пришлось сворачивать удочку и сойти на берег. Мы патрулируем дальше. Когда такое моторное судно набирает ход, то находиться в носовой части становится как минимум опасно. Оно может развивать скорость до 70 км в час. Это 35 узлов. Вы представляете, какое преимущество оно имеет по сравнению с другими судами? Удрать от такого нарушителя практически невозможно. Добрый день, удочку можно брать? Удирать от нас никто и не пытался. К слову, катера не попадались, одни резиновые лодки, которым тягаться с ГИМС трудно. Эти рыбаки тоже рискуют, без жилетов. Есть же самое главное. Одевайте. Самое главное, вы не успеете их надеть. Второй вопрос. Мы спасаем каждый год по 100 человек, которые не успевают одеть. Как показал этот рейд, многие просто пренебрегают простейшими правилами безопасности. Значит, работы у спасателей будет много, как минимум профилактической. Такие проверки на Казанке инспекторы будут проводить регулярно. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Татарстанцы начали чаще сдавать тесты на антитела. За последние 7 дней это сделали уже 4500 человек. У 298 анализ показал наличие антител на ковид. Это значит, что они уже переболели. О новых фактах ситуации с коронавирусом сегодня в Доме правительства говорила главный санитарный врач республики Марина Потяшина. Сегодня в Татарстане подтверждено 45 новых случаев коронавируса. Все они контактные. 13 человек положили в больницы. Всего на лечении остаются чуть больше 1000 человек. Темп прироста новых случаев заболевания на этой неделе составил менее 1,5%. Марина Потяшина сегодня отметила, условия соблюдения самоизоляции для зараженных строго сохраняются. За неделю было выявлено 2 факта нарушения изоляции в Лаишево и Нижнекамске. Кроме того, в Лаишево гражданин, нарушивший режим изоляции по нашему иску, решением суда был направлен на принудительную госпитализацию. Это первая суббота после самоизоляции, которую казанцы могут провести на летних верандах кафе и ресторанов. Меры безопасности, конечно, никто не отменял, но народу много, а мест свободных мало. Не опасаются ли люди питаться общественно? По ресторанам решила пройтись и посмотреть Зарина Ахметова.
Честно говоря, очень боюсь. Не совсем верится, что все это закончилось, что все так благоприятно, будет такой благоприятный исход. Поэтому мы все-таки держим социальную дистанцию подальше от людей. И ничего нет лучше дома. Все-таки в заведениях уже как-то тут ограничения по месту, и то, что вместе сидеть нельзя. Конечно, будем ждать, когда откроется полноценно все. Когда это будет, ответить везде затрудняются. А пока даже открытие летних веранд стало глотком свежего воздуха, как для рестораторов, так и для посетителей. Зарина Ахметова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Продолжается голосование за Казань как кандидата на получение звания «Город трудовой доблести». Его присваивают за вклад в победу в годы Великой Отечественной. Казань в 40-е стала одним из важных тыловых центров страны. 139 промышленных предприятий работали на нужды фронта. Инициативу присвоения звания поддержали президент Рустам Минниханов и премьер-министр Алексей Песошин. Проголосовать может каждый. Сделать это можно на сайте za.kzn.ru. Нужно всего лишь зайти на сайт и нажать «Поддержать». Каждый 6-й боевой самолет был выпущен в Казани. Учеными было сделано множество открытий. Я прошу всех поддержать присвоение нашей столицы почетного звания «Город трудовой славы». Для этого необходимо зайти на официальный сайт Казани и в соответствующей рубрике проголосовать за поддержку нашей инициативы. Они спасали республику от голода, создавали кооперации, давали старт строительству наших промышленных заводов. 25 июня мы будем отмечать столетие перехода власти в ТССР к революционному комитету. По сути, первого исполнительного органа в Татарстане. Председателем Центрального исполкома тогда стал 31-летний Бурхан Мансуров. Главным народным комиссаром 26-летний Сахибгарей Саидгалеев. Как поднимали республику, на странице истории заглянул Салават Мухаммадуллин. 25 июня 1920 года власть в ТССР перешла к Временному революционному комитету. Уже в сентябре государственные органы управления были окончательно сформированы. Центральный исполнительный комитет возглавил Бурхан Мансуров. Во главе первого правительства республики встал 26-летний Сахибгарей Саидгалеев. Его период правления совпал с засухой, а затем и страшным голодом. Уже в 21-м Саидгалеев был отправлен в отставку, а в 1938 году и вовсе расстрелян. И потом появилось правительство во главе с Кашафом Мухтаровым, которому, повторяюсь, 25 лет. И он был медиком. И он знал, как нужно спасать народ. Соответственно, президентом республики стал Рауф Сабиров. Когда его спросили, чем он занимается, он говорит: знаете, меня больше всего интересует урожай картошки, чтобы мой народ не вымер. Это правительство во главе с Кашафом Мухтаровым историки называют реформаторским. Они победили голод и эпидемии. В историю тогда попал нарком земледелия ТССР Юнус Валидов. Как он сам писал, за взятки ему удалось перенаправить эшелон с сахаром вместо Грузии. Состав приехал в ТССР. Им в достаточно сжатые сроки удалось наладить, отрегулировать и финансовую систему, стабилизировать экономическое развитие. Уже в 1929 году Мухтаров был арестован. К этому времени в республике уже восстановлен довоенный уровень производства. В эпоху НЭПа Совнарком ТССР возглавили Хаджи Габидуллин и Каримулла Исмаев. Второй – один из основателей таткооперации. При его непосредственном участии были заложены основные заводы и фабрики Татарстана в этот период. Среди ярких и главных достижений – это создание энергетической базы с строительством ТЭЦ-1. В 30-е и 40-е вся республика стала одной большой стройкой. У руля экономических процессов в ТССР стояли первый секретарь татарского обкома Альфред Лепа и председатель Совнаркома Киям Абрамов. Появились целые отрасли, например, авиационная промышленность. Шаг за шагом татарская автономия выходила в передовые регионы Советского Союза. Однако никакие заслуги не смогли спасти от репрессий многих руководителей ТССР. Выжил в годы большого террора только Каримулла Исмаев. Салават Мухаммадуллин, Светлана Сперина, Андрей Кузьмин, ТНВ, Казань. В его руках даже железо становится произведением искусства. Речь идет об умельце из села Татанайка Елабужского района. Евгений Романов дает вторую жизнь использованным болтам и гайкам. Из подручного материала воплощает дизайнерские задумки. Его увлечение разделяет и его семья. С поколением мастеров познакомилась Светлана Звонарева. Вот у меня, вот здесь вот болты, такие гайки.
Вот брал и приваривал. Не бывает и дня, чтобы Евгений Романов не заходил в гараж. А в его случае это скорее творческая мастерская. Из обычных болтов, гаек и шурупов умелец своими руками сделал вот такую мини-фигурку мотоцикла. Шутя называет свое произведение «Харли Дэвидсон». Ну, все из головы как бы. Фантазия уж в основном. Вот, то есть в процессе сборки подставил деталь. Подошла она, приварил, не подошла, другое что-то ищешь. Тяга к изобретениям у Романа с детства. С особым удовольствием делает фигурки из простых подручных материалов. К примеру, из обыкновенного старинного колеса от телеги смастерил вот такую креативную люстру. Основа, да, то есть послужило от телеги колесо. Вот, и потом уже как бы кованые элементы. То есть вот это все равно на бумажке это все рисовалось примерно, как бы составлялось. И уже, то есть по этой бумажке показывал кузнецу, он выгибал, делал. В сварочном деле главный помощник Евгений – отец. Вместе облагораживают территорию дома. Скамейки, беседка, мини-колодец – их рук дело. Крыша уже вот надо новую делать крышу. А так хорошо, отдыхаем. Вечерами особенно. Деда варит, а сын именно творчество своими руками и придумывает все сам. Может, не по возрасту, но просто это, наверное, талант какой-то. С изобретениями отца с удовольствием играет наследник и возможный продолжатель семейного увлечения. Но все же пока больше всего сын любит покататься с отцом на настоящем мотоцикле. Пусть и на Харли Дэвидсон, но какая разница, когда рядом с ним такой талантливый папа. Светлана Звонарева, Гульназ Гайни, Ренат Гениятов, ТНВ, Елабужский район. С ветерком и драйвом сегодня 11 детей, семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации, приняли участие в благотворительном автопробеге. Для них специально организовали экскурсию по улицам города на 10 ярких кабриолетах. Все в рамках президентского проекта «Помощь рядом». Вместе со всеми одной дружной кабрио-колонной прокатилась и Юлия Муратова. Субботнее утро, солнце, и они на 10 ярких кабриолетах все цветов. В тур по Казани с ветерком сегодня отправились дети. Это участники благотворительного автозабега по маршруту с самыми красивыми видами города. Один из таких счастливчиков, Вадим Хасаев, говорит, такой большой колонной, дружной командой еще не ездил. Что понравилось больше всего, пока ехал? Все. Крыши нет, классно. Казань очень красиво и очень изменилась, и мы рады, что удалось детишкам показать и чашу, и мост, и цирк. И они рады. 11 ребят, семьи которых сейчас в трудной жизненной ситуации, наслаждались видами Казани. В сложное время пандемии для них сегодня только позитив, драйв, общение и новые эмоции. Прокатиться с ветерком посчастливилось и нам. Ощущение, как в 7D-пространстве. Можно с открытым верхом увидеть даже то, что раньше в городе не замечал, почувствовать запахи и в целом получить совершенно новое впечатление о Казани. Для многих такая поездка первая в жизни. При желании каждый может сесть за руль большого авто и сделать фото на память. Когда я только села сюда, когда я увидела вообще, узнала, что такие машины бывают, только тогда я узнала. Классно. Впечатление очень крутое. Даже песенки пели. Позитивные эмоции. И вообще Казань, мы не в Казани недавно, как бы Казань они любят. Это помощь в рамках большого президентского проекта «Помощь рядом». Поддержку в сложное время сейчас получают десятки тысяч семей по всему Татарстану. Главное для организаторов привлечь как можно больше благотворителей к добрым делам. Мы с нашими ребятами из Казанского кабрио-клуба решили поддержать благотворительную акцию, запущенную нашим президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым «Помощь рядом», и организовать такое яркое, красивое мероприятие для наших подопечных детей из благотворительного фонда «Благие дела». Дети сейчас закрыты в своем социуме, в своей квартире, и сейчас для них возможность выйти в мир, и тем более покататься на машине с открытым верхом. В конце совместной поездки каждой семье вручили подарочные наборы. Это твой рай, это твой рай, это твой рай. Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам доброго и берегите себя. Всем привет! Уже вторая летняя, жаркая и немного самоизолированная неделя подходит к концу. Что же смотрели, лайкали и репостили пользователи в интернете? Это рубрика «В сети». Начнем! Ура! 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 Воскликнули все владельцы ресторанов, потому что уже на этой неделе разрешили работу летних террас.
Но один из владельцев ресторана, наверное, радовался как выпускник, которому отменили экзамены. Угадайте почему? Потому что именно к ним пришел в гости Рустам Минниханов. Как видите, сидеть можно только вдвоем и на расстоянии не менее 1,5 метра. Видимо, поэтому Ильсур Метшин сел за соседний столик. И, кстати, если вы не знали, то Рустам Минниханов не просто теперь блогер, а еще и фудблогер. Кушаю мороженое. Я люблю мороженое. Я думаю, что это очень хорошее. Это как сказка. Оно видно, оно не из порошка, а вот натурального молока. Мне кажется, теперь они могут приклеить наклейку на свое кафе «Рустем Абый рекомендует». Лето, время отпусков, и казанские паблики уже составляют список мест, где могут отдохнуть татарстанцы этим летом. Это, конечно же, Краснодарский край, города Крыма, Чебоксары, Йошкар-Ола, наш Болгар, Елабуга, Чистополь. Отличные места. Но мы-то с вами знаем, что если и есть на свете рай, то это наш любимый Азнакай. Так что хорошенько отдохните в этом году. Хотя, я думаю, на самоизоляцию уже все и так хорошо отдохнули, судя по тому, что по статистике беременных стало больше. Следующее видео – мотивация для всех тех, кто собирался похудеть и подкачаться к лету. Посмотрите, как за время самоизоляции парни из Набережных Челнов прокачались. Вот такая у нас молодежь. Сильная, спортивная и привлекательная. Это я от лица девчонок, которые завалили парней лайками и комментариями. Вы же еще не посмотрели ролик из Горькинско-Амитьевского леса. Танцевальная пауза, а мы идем дальше. Пришло время для нашей традиционной рубрики «В сети с президентом». Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев с Международным днем дружбы. Далее поздравил самый молодой город России с юбилеем. Татарским Сколковым его не буду называть, но скажу точно, что вскоре про него снимет фильм Юрий Дудь, как про Кремниевую долину. Город Иннополис. Ну и, конечно же, поздравил всех своих подписчиков с Днем России в формате караоке. Ура, товарищи! Ура! А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Михаил Ефремов, по вине которого в ДТП погиб человек. На втором месте 12 июня. Пользователи спрашивали, какой это праздник. Друзья, 12 июня – День России. Именно в этот день принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Запомните это. И замыкает топ-тем Михаил Кокшенов, знаменитый актер театра и кино, ушел из жизни на 84-м году жизни. Кому апельсины? Кому витамины? А вот апельсинчики. И напоследок вам немного кадров природы нашей красивой республики. Будьте в сети! Здравствуйте! Синоптики прогнозируют ясный и солнечный воскресный день. Об этом поговорим после информации от спонсора. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье на юго-востоке в Бугульме, Павлах, Азнакаево будет малооблачно и без осадков. Температура начнет повышаться. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге также без осадков. Летнее солнце будет радовать своим теплом. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше выглянет солнце, осадки не прогнозируются, а температурный фон немного повысится до 20 градусов.
На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Малтасе ночью будет холодно, всего +5, а днем воздух прогреется до +19. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном погода налаживается, ясно и без осадков. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше пока умеренно тепло, но температура продолжает повышаться. Теплый и солнечный антициклон прибудет в наши края во всей красе. Уже в воскресенье начнется повышение температуры. В понедельник значительно потеплеет. Дожди не ожидаются. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbars-dom.ru. В воскресенье в Казани будет солнечно и без осадков. Ночью +8, днем воздух прогреется до +19. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 32%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в кругу близких. До свидания.